Малик ибн Динар однажды шел по Басре ночью. Он имам Ахлу-Сунни валь-Джамаа. И видит, на луже лежит человек, пьяный. Лужа. Не может ходить. Настолько пьян. Когда он проходил мимо, он слышит, как этот пьяница произносит имя Аллаха и говорит: Аллах, Аллах, Аллах. Малик остановился. Он подумал: давай-ка я вытащу его из этого болота. Помою ему рот ради имени Аллаха. Чтобы он произнес имя Аллаха из чистого рта. Он вытащил его из этого болота. Имам Ахлу-Сунни валь-Джамаа Малик ибн Динар. Любую книгу откройте, там вы найдете его имя обязательно. Он вытащил его, помыл ему рот, а потом обратился к Аллаху Джалла ва Аля. Это был ночь. Он говорит: Я Рабби, о мой Господь, ставь его на истинный путь этого моего брата, как ты в свое время поставил меня. Малик ибн Динар тоже был абуреком, а потом стал имамом. Это мало что говорить. Дальше что? Малик ушел домой. После полуночной молитвы Малик слышит с небес голос. Голос, в котором говорится: Я Малик, قد طهرت فمه من أجلي فطهرت قلبه من أجلك. О Малик, ты почистил ему рот ради меня, помыл ему рот ради меня, а я почистил ему сердце ради тебя, я Малик. Аллаху Акбар! Какое великодушие! Малик проснулся, больше не уснул. Разве вы уснете, если такое услышите с небес? Малик бежит в мечеть, сделал омовение, бежит. Когда он вошел в мечеть, там было темно, как сегодня лампы не были. Малик стал на молитву, где-то там спереди слышит стон, плач, рыдание человека. Совершил молитву, он сзади подошел, а тот на наземном поклоне, на сужда, даже он на своем месте сужда делает. Малик сзади подошел и говорит: о брат, как ты, почему ты так плачешь, что с тобой? Он не знает, кто он не видит его лицо. И тот не смотрит на Малика, он на сужуде. Он, не поднявшись с этого наземного поклона, говорит, сказал Малику: Я Малик, инна аллади хадани кад ахбарака ан хали. Тот Аллах, который поставил меня на истинный путь, разве не говорил ночью тебе обо мне, я Малик? Зачем ты меня спрашиваешь еще раз? Вы знаете, кто он был? Тот пьяница, которого он вытащил. Он лучше Малика стал. Поэтому нету гарантии, что сегодня мы хорошие, а завтра мы можем оказаться среди тех же наших братьев. Они наши братья. Брат может быть заблудший, брат может быть правильный. С правильного мы возьмем пример, заблудшему мы протянем руку помощи. Вот долг мусульман.